вашему изданию? В целом, вот 22 числа, получается, нам выслали исковую претензию от Генпрокуратуры. И в этой исковой претензии сказано, что мы, как издание, не имеем права публиковать какую-либо информацию, потому что по закону мы должны быть зарегистрированы как медиа. Однако наши юристы заявляют, что это не совсем так. Интернет-издания не обязаны регистрироваться как медиа. И в уставе у нас указано, что мы информируем граждан об экономических, политических событиях, поэтому наши юристы будут эту претензию опровергать в своем заявлении для суда. То есть они будут возражения писать для суда. Сейчас мы знаем, что подано 2 исковых заявления в 2 разных суда, и они находятся на стадии изучения. Из языкового заявления мы также знаем, что там 275 страниц, один том 200 страниц, другой том 75 страниц. И судья, которая назначена по иску, она еще эти данные не изучила. Также в исковом заявлении говорится о том, что в ноябре 2021 года было не уголовное дело, сейчас, как там говорится правильно, не уголовное дело, было досудебное производство по статье о призывах к насильственному захвату власти, к захвату власти. И ГКНБ изучала материалы по этой статье, различные материалы, которые выходили на КЛОПе. Пока что юристы думают, что это досудебное производство не завершено, и пока не знают, какие следственные действия по этому досудебному производству проводились. Соответственно, сейчас они пытаются также связаться с ГКНБ, да, и узнать, что именно было сделано и что будет делаться. Если говорить о том, какие последствия могут быть от этого иска, то в исковом заявлении сказано, что прокурор требует того, чтобы наше издание было ликвидировано. Я думаю, что если суд примет иск от прокуратуры, то, учитывая тенденцию, которая сейчас в Кыргызстане со свободой слова, с давлением, я думаю, что этот иск, он будет удовлетворен. И наш фонд, который как раз занимается созданием контента, он, скорее всего, будет ликвидирован. Как мы будем действовать дальше? Я думаю, что мы будем продолжать работать через интернет. Мы предполагали, что возможны в Кыргызстане блокировки медиа, мы уже знаем, да, историю.